Рада приветствовать вас в этой замечательной кулинарной студии Food Life. Успевайте брать скорее ручку, блокнотик и записывать наши рецепты, ведь сегодня у нас в гостях потрясающая женщина, министр экономики нашей республики Майя Андреевна. Здравствуйте, дорогие телезрители! Майя Данилова, министр экономики Якутии, работала у 4 глав республики, 5 председателей правительства и 10 министров. Обожает легкую атлетику и является финишером по якутским полумарафонам и дальневосточным забегам. На сегодня она единственный министр экономики республики, прошедшая путь от ведущего специалиста. А еще Майя Андреевна, многодетная мама 3 замечательных сыновей и любящая супруга. Что мы сегодня будем с вами готовить? Расскажите, пожалуйста. Сегодня мы будем готовить очень простые и быстрые блюда. Это семга с овощами. Мы ее будем выпекать в духовке. Для небольшой такой праздничности блюда, нужно будет сделать ее под сливочным соусом. И второе блюдо, которое будет готовиться тоже параллельно, это быстрая такая пицца на сковородке из подручных продуктов. Скажите, а почему вы выбрали именно эти рецепты? Ну, потому что они очень быстрые и готовятся из доступных. А часто ли вам удается готовить для всей семьи? В выходные, да, но в будние дни, конечно, нет. И здесь я благодарна своему супругу, потому что он вот этот вот воз несет на себе практически. И кухня – это уже теперь владение моего супруга. А какие есть коронные ваши блюда, которые вы любите прям готовить очень сильно? Я люблю готовить рыбный пирог, не потому что я его люблю готовить, потому что его любят мои родные. И он у меня хорошо тоже получается, и поэтому вот рыбный пирог, наверное, это самый-самый. Ну что же, предлагаю тогда начать. С чего мы начнем? Да, мы сейчас приготовим семгу. Мы берем небольшой вот такой вот стейк. Да? Нет, на самом деле он большой. Но как вы знаете, семга – это очень такая ценная рыба, и ее называют королевой лососей. Да. Вот. И она очень питательная. Наша белая рыба тоже обладает такими свойствами практически так же, как семга, возможно, даже лучше, да? Но все-таки по вкусовым качествам я бы отдаю предпочтение семге. И так, мы сейчас ее будем готовить с овощами. Я, например, для себя готовлю вариант без соли, да? Но когда, для всей семьи готовишь, нужно будет ее немножечко вот подсолить сверху. На глаз? Да, на глазок. И поперчить. Такая ценная рыба. Семгу промыли, да, подготовили, к тому, чтобы она попала, в нашу духовочку. Все это делается очень быстро. И мне почему нравится духовка, потому что в ней, вот сейчас в современных духовках можно выставить время, понятно, температуру, и можно пойти. Я обычно бегать ухожу, тренироваться, да, прихожу, уже у меня дома готовое блюдо. Вот. Сюда, мы сразу же добавляем овощи. Я овощи беру готовые из замороженных овощей. Они стоят недорого, и, в принципе, можно. И это все очень питательно, здорово и не сказывается на фигуре. Семга очень питательна. Говорят, что в семге, в 100 граммах семги есть суточная норма белка практически. Да. Это основа для диет, и как раз вот если вы придерживаетесь здорового питания, вот как раз вот белковая часть вашего ежедневного меню – это вот как раз вот такой вот огромный кусок семги на самом деле. Его достаточно. Вот, и можно его вот немножечко полить,
полить у нас в Якутии полить не получается сливками, потому что у нас замечательная сметана из всего этого выходит. Да, покрываем нашу семгу. Да, так вот ее покрываем. Жир сюда добавлять не надо, семга сама очень такая жирная в конечном итоге получается. Вот. Мне еще очень сметанка что придает? просто потом обалденный соус из нее получается. В итоге, ну, посмотрим там, конечно, что у нас выйдет из всего этого. Вот. Что еще хотелось бы сказать про семгу. Мне нравится красивая ирландская легенда о лососе. В центре Ирландии есть колодец, вокруг которого растут 9 деревьев. Это ореховые деревья. И плоды этих деревьев, орехи, падают в этот колодец, а в колодце живут лососи. Вот они питаются грецкими орехами, получается. И если вы поймаете этого лосося и съедите, вы сразу же наполнитесь мудростью. Поэтому всех призываю питаться лососем тоже, семгой. В данном случае вот мы покрыли нашу посуду фольгой. Сейчас будем отправлять ее в духовку. Духовка у нас нагрелась до 200 градусов. Так. И вот тут вот мы отправляем ее туда на 25 минут. На 25 минут. Все. Все нормально. Да, все под контролем. Все под контролем. А в это время мы готовим пиццу. Пиццу для других членов семьи, потому что не все любят рыбу, не все любят пареные овощи, и поэтому для них вот пицца. Пиццу мы тоже делаем быструю. Пицца тоже универсальное блюдо, которое сейчас практически любят во всем мире. Первые пиццерии появились в 2018 году, понятно, в Неаполе, да? Вот. Что нам нужно для пиццы? Я очень мечтаю когда-нибудь отправиться в Италию, потому что если в Италии попробовать вкусную пиццу, то значит она вкусная во всем мире, скорее всего. Ну вот, да, в Италию нужно ездить специально, путешествовать для того, чтобы кушать. Там очень все очень вкусно. Мне нравится Италия вот в этом плане. Так, но мы экономисты и не можем без историй об пицце, допустим, есть такая интересная история. Это Джефф Безос, руководитель, основатель компании Amazon.com, он же является редактором The Washington Post, да? И он говорил: если вы можете свой коллектив накормить 2 пиццами, значит, это ваше оптимальное количество людей, которым вы можете управлять и которые могут работать в вашей компании. А если вы не можете накормить этими 2 пиццами, значит, у вас слишком много людей. Это не про сокращение, конечно. Все так напряглись, да, сразу. Но только правды в этом есть, и больше в этом, конечно, управляемости процессами. Но пиццы тоже могут быть разными. Например, по-моему, в 90-м году в Бразилии делали огромную пиццу. Там она, я не знаю, ну, есть пицца, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса. И вот это пицца из Южной Америки. Ну, это означает, что если 2 таких пиццы, значит, это огромное количество людей в этой компании, да, допустим. Хорошо. Так, у нас 2 яйца, которые мы сюда... Я читала одно из ваших высказываний. Вы как-то сказали, что министра делает его команда. Вот, да. Что для вас самое главное в любом работнике? В любом работнике для меня важна вовлеченность, его понимание того, что мы делаем. Вот тогда человек понимает, что
От него зависит окончательный итог, да, от него зависит, получим ли мы там деньги из федерального бюджета на какой-то очень важный там, социальный объект, от него зависит то, что придет к нам частный инвестор и вложит средства в проект, от него будет зависеть подготовка, скажем, там, прогноза социально-экономического развития республики. Когда он понимает свою задачу конкретную, да, вот это вот вовлеченность в общий процесс, тогда можно управлять этими людьми. Вот. И мне очень важна в команде еще и, скажем, такое вот доверие. Я должна и верить, потому что невозможно сделать все одной самой, невозможно все проверять, невозможно, значит, там, перепроверять, да. И здесь важно доверие. Вот я должна быть уверена в том, что мне подготовят такие документы, с которыми я могу пойти и выступать, допустим, защищать этот проект или что-то в этом роде. В общем, сюда Мы немножечко отвлеклись. в 2 яйца мы добавляем где-то 4 столовые ложки сметаны. У нас сметана получается, там сливки должны быть, так вот, пусть побольше будет сметаны. Можно еще ложечку чистую, там где майонеза. Так, 3 ложечки майонеза. Майонез я беру сметанный, например, майонез, да, там, чтобы больше чтобы он был не такой, скажем, Жирненький. да, жирненький, или там с какими-то другими ароматами, да. Вот прям сметанный. Вот это мы все перемешиваем аккуратненько. И до какого состояния нужно все это перемешивать? Ну вот это вот очень жидкие сливки. Вот теперь сливки получается. Так, жидкие сливки. У вас очень логически выстроенная карьера. Да? Вы начинали, можно сказать, с самого начала своей карьеры и постепенно добивались успеха. Какие качества вам помогли в этом? Я пришла в Министерство экономики в 1999 году. Это получается ровно 20 лет назад. Это случилось 23 августа, прям как вчера помню. Вот. И просто человек я очень терпеливый, упорный, да, и от своих коллег тоже требую терпения, упорства. Постепенно наращивала компетенции и где-то через 2 года возглавила департамент уже в Министерстве экономики. Да, а дальше тоже вот постепенно шла по карьерной лестнице. В государственной службе есть чины, и я вот пришла практически каждый. И сейчас работаю министром, уже имею высший государственный квалификационный чин. Как вы пришли к тому, что решили связать свою жизнь с экономикой? У меня мама, да, экономист, бухгалтер, хотя у нее педагогическое первое образование, но она всю жизнь проработала в райплане, потом работала в статистике, бухгалтером на различных предприятиях, экономистом. Мои тети родные по папиной линии тоже финансисты, бухгалтера, и, наверное, тоже была склонность к точным наукам, к математике, и поэтому выбрала экономику. Ничего себе, то есть у вас прям целая династия выстроилась практически. Можно так сказать. А ваши дети, они пошли по вашим стопам в какой-то степени или же нет? Пока нет. У меня старший сын программист, средний сын, он закончил 3 курса финансово-экономического института, но у него больше так менеджмент, языки, скажем так, больше по филологии. Младший сын, он программистом тоже хочет стать. Это, видимо, все молодые люди, которые сейчас в школе учатся, хотят стать программистами. Каждый из нас обожает ходить по магазинам, поэтому предлагаю посмотреть нашу следующую рубрику, которая называется «Продуктовая корзина».
Для многих из нас стало неким ритуалом проводить несколько часов в неделю, закупая огромное количество продуктов. У меня, как у работающего человека, на это есть всего 3 минуты. Поэтому сегодня я расскажу вам о том, как за 3 минутки купить все, что нам понадобится на кухне на этой неделе. Ну что, поехали? На самом деле к молоку у меня только одно требование – жирность 2,5. И чтобы цена была не очень высокой, потому что, на мой взгляд, молоко – это молоко. Стоит оно 74 рубля или 117, ну, все-таки такая разница. Поэтому берем за 74, 2,5 с кофе с утра. Самое то. Любовь к плавленным сыркам мне привил Александр Ширвин. Я очень люблю этого артиста, нашего народного, заслуженного все. Но поскольку сырка «Дружба» я здесь не нашла, и живем мы в Якутии, поэтому чуйски, друзья. Я очень люблю покупать крупу, которая варится уже в готовых пакетах. Это быстро, это вкусно и это очень удобно. Для меня, как для человека, у которого вечером на самом деле не так много времени на готовку, это просто песня, просто сказка. Поэтому берем рис и гречку. На самом деле лучше отварить кукурузу в початках, но на это тоже нужно время. Поэтому кукуруза сладкая, тем более со скидкой, консервированная для салатика с капустой, самое то. Заодно берем зеленый горошек, тоже в салатик. Кто из нас не любит скидки, друзья? Тем более, когда такие. Итак, берем майский чай всего лишь за 149 рублей. У каждой сильной женщины есть маленькие слабости. У меня не одна. Поэтому набираем, только никому, пожалуйста, не говорите, что вы это видели. Продолжая тему моих любимых вредностей, опять же тайную, набираем дальше наши новинки, тем более, что такого я еще не пробовала. Берем вот так, всех видов и побольше. Поехали. Настоящее воспоминание из детства. Хлеб-косичка. Сейчас эта новинка называется хлеб-хала. Берем обязательно, я думаю, что это будет очень вкусно, хоть и вредно. Для настоящего завтрака, настоящего работающего человека самое то. Поэтому берем сразу 2 упаковки, потому что готовим мы из них все и много. Я родом из Чувашской республики, а у нас в республике просто национальный продукт – это картошка. Я как Тося из фильма «Девчата» знаю просто сотни блюд из этого прекрасного корнеплода, поэтому набираем побольше, чтобы приготовить пирожки с картошкой. Наши фирменные пирожки чувашские хуплу, супчик щурпе можно приготовить. Правда, я не ем мясо, конечно, но ничего. Так, можно сделать кучу салатиков, можно сделать драники, картопляники во фритюре и так далее. Поэтому картошки берем много. Возвращаясь к моему любимому Александру Ширвинду, он очень любит отварной лук. Говорит, что это вкуснее ананасов. Честно говоря, я своего любимого артиста не понимаю, но лук я куплю, потому что картошечки жареные, мне кажется, тоже хорошо. Берем. Поскольку мясо я почти не ем, овощи составляют просто всю мою жизнь. Поэтому берем помидоры обязательно. Обязательно берем перцы поярче, чтобы салаты были красивыми. Принцип моей готовки – еда должна быть простой и вкусной. Я считаю, что из капусты, так же, как и из картошки, можно приготовить все. Поэтому обязательно качан, белокочанной капусты берем просто в нашу корзинку на неделю, а может быть даже на больше. Хватит точно. Ну что ж, примерно так выглядит продуктовая корзинка работающего человека. Покупали все по списку, практически ни на что, кроме вредности, не отвлекались. Но иногда можно себе позволить немножечко сладкого и вкусненького. Слушайте хорошую музыку, смотрите хорошие спектакли и кушайте вкусную еду. Теперь сюда мы добавляем, да, мне нужна будет столовая ложка, 9 ложек муки. Значит, я люблю смешивать разные сорта муки. Можно просто пшеничную, да, высшего сорта, которая есть в каждом доме. А я так вот иногда, мои не очень любят, но туда добавляю, там, допустим, муку из овсяных отрубей или ржаную муку примешиваю, да, для полезности. Просто им об этом не говорю. Они думают, что все это из пшеничной муки, допустим. Так вот просеять и перемешать. Так очень красивенько получается. Это у нас тесто для пиццы. И на удивление оно будет у нас в сковородке готовиться, да ведь? Да, а не в духовке, как мы духовка занята. Или же, допустим, в сельской местности не у всех есть духовки.
да, там, или что-то. Печь, конечно, пиццу лучше в духовке, но можно и на сковородке. Вот мы сейчас попробуем этот вариант. То есть избавляемся от комочков, от всего. Да, вот так вот аккуратненько перемешиваем. Я люблю все это делать по часовой стрелке. Не знаю почему, я перемешиваю по часовой стрелке. Вот как-то так. У меня не получалось тесто дрожжевое, и оно вот редко поднималось в начале, ну, своей семейной жизни, скажем так, да. И я потом начала думать, почему у меня не получается. Потом начала читать всякие разные советы. И вот один из советов был все делать по часовой стрелке. Вот ни в каком хаосе. Если хотите, чтобы тесто стало очень пышным, то его надо перемешивать по часовой стрелочке, да, ведь? Ну, а может быть, кто-то левша и против часовой. Ну, вот как начали, так и закончить нужно. Все должно быть четко. Да. Скажем так, вот мы тесто уже приготовили. Вот оно должно быть такой погуще сметанки. Ничего страшного. Почему это тесто мне больше нравится, и оно отличается от того теста, которое мы там макаем, пачкаем свои ручки. Это все происходит в одной посуде, значит, и все тут же можно вкладывать на сковородку. Так, и нам нужно начиночку подготовить. Начинка, вот у нас уже ждут колбасы. Угу. Так. Просто все, что было с колбаской, у нас обычно всегда есть в холодильнике. А какие 3 продукта обязательно есть в вашем холодильнике? Молоко, яблоки и яйца. Вот эти 3 точно есть. А каких никогда не будет? Ой, не знаю, каких никогда не будет. Все любите по чуть-чуть, да? Да. Говорят, Конечно, если еда, она достаточно красочная, интересная, особенно, мне кажется, в Якутии это актуально, то настроение повышается. У нас ведь всегда уже такой период года, когда уже все пасмурно относительно. Так, вот помидорки. Помидорчики. Как раз они нам добавят красочности. Да. И еще раньше я любила добавлять сверху зелень. Но сейчас я уже отказалась от этой мысли. Не знаю почему, мне не нравится зелень. Петрушка или там что-то сверху, даже в салат. Так не интересно. знаю почему. Не знаю. Вот, как-то все. Можно зеленый лук в прикуску, например. Не знаю. Как-то так. Мне кажется, это вот вполне достаточно того, что мы нарезали. А, все, да, больше Всё не вполне надо. Да, достаточно. все, хорошо. У нас даже все это останется, потому что сковородка небольшая. Да, и, допустим, можно... Вот это Даже можно уже. еще поменьше, да? Да, нарезать? вот этот можно сорт кубиками. Но он такой жирноватенький, поэтому его по чуть-чуть нужно добавлять. Да. А расскажите, как вы познакомились с супругом? Со супругом я познакомилась на рабочем месте. Но получается, много времени на работе проводишь, и, значит, некогда ходить по злачным местам, скажем так. Можно теперь это как-то включить. Так, вот мы включаем. Давайте вот здесь мы приготовим, чтобы было всем видно. Опа. Все, 9. Либо нам нужен поменьше немножечко огонь. Можно поменьше, да. Где-то, наверное, 7 достаточно. Все, хорошо, 7 тогда. Так, вот смотрите. Один раз я купила просто, это для салатов очень удобно, да, опрыскивать оливковым маслом. Можно обычным растительным маслом. Потом постоянно заменяю это масло, достаю, там этот диспенсер, у меня вот он как бы такой вот рабочий инструмент. Он очень Немножечко. экономит, мне кажется. Он экономит, да, правильно. Потому что, говорят, вот салаты – это здоровое питание, но иногда можно очень переборщить с масляной заправкой. А вы следите за своей фигурой? Обязательно. Я в таком возрасте, что нужно следить всем за своей фигурой. Поэтому приходится следовать.
Вы еще часто занимаетесь спортом, и я знаю, что вы практически не пропускаете полумарафоны. Да, я как-то впряглась в полумарафоны. Теперь в любом случае, даже если не буду только на больничной койке, буду пробегать якутский полумарафон, по крайней мере. Вот. Пришла я к бегу, наверное, после рождения третьего ребенка, значит, 12 лет назад. Сыр твердый, полутвердый, так на крупной терочке натираем. Все знают, многие готовят пиццу, поэтому здесь, я думаю, проблем нет. А как вам спорт помогает в достижении успеха, возможно, в карьере? Спорт – это непростое такое ремесло, скажем, ну, то есть не то чтобы ремесло, а вообще времяпрепровождение. Вот танцы нравятся, да, вот хочется, там ходишь, получаешь серотонин, все весело, а в спорте нужно трудиться. Поэтому воспитывает упорство, воспитывает желание поставить цель и ее достичь. Вот, наверное, да. И поэтому спорт очень важен для подрастающего поколения, для детей, он их дисциплинирует. Поэтому я считаю, что вот прям он должен быть, спорт в жизни ребенка. А вы любите танцы? Прям так оживились, когда о них рассказали. Ну, все любят танцы, все любят танцы. А какие У вам меня больше нравятся? младший сын имеет какой-то разряд юношеский по спортивным бальным танцам. Вот. И несмотря на то, что он мальчик, мы его вот фактически в последнее время заставляли танцевать. Ну, Можно так. вот этой лопаточкой? Да, можно. Догрузим Давайте все, догрузим все, что там есть. чтобы потом было проще мыть посуду. Это вот тоже очень важный фактор. Приготовление быстрых блюд, что нам нужно минимум посуды испачкать. Я, например, вот не могу, даже если я готовлю бисквит, то украсить мне его достаточно там, обсыпать, допустим, сахарной пудрой. Я не буду заморачиваться и делать тесто. Точно не буду. А как дома относится? Ой, не тесто, а крем. Крем для того, чтобы украсить, там какие-то еще розочки. Ой, это нет, это тоже не для меня. Главное, что вкусно. Да, да. А как дома относятся к вашей занятости? Не любят. Не любят? Да, не любят, протестуют. Ну, что делать? Приходится мириться. Ваш супруг раньше тоже был министром экономики. Да. Вы, когда домой приходите, он вам что-нибудь говорит по поводу работы? Когда-то, наверное, я бы хотела, чтобы он мне что-то советовал, но у нас какой-то негласный с ним договор, мы с ним работу не обсуждаем вообще никак. Это не проговаривалось, но все равно как-то вот получилось так, и все. Я даже знаю, что он вас один раз уволил. Это правда? Ну да, он меня уволил. Ну, потому что я ему дома, видимо, была нужна больше, чем на работе. А вы потом все равно вышли на работу? Да, потом я все равно вышла на работу, потому что работа дураков любит. А сейчас предлагаю прерваться на небольшую рекламу, и после нее мы обязательно вернемся. Это вот накрыть крышечкой, и, конечно, хорошо было бы, если она прозрачная была, но так тоже ничего. Будем интуитивно. У женщин говорят интуиция. Здесь тоже 20 минут. И 20 минут. Все. Вот. А теперь у нас есть время все это привести в порядок. И практически. приготовить стол для того, чтобы потом можно было накрыть наше блюдо. Да. А расскажите, как вы умудряетесь сочетать и семью, и работу, чтобы при этом все было гармонично? Наверное, рано встаю, потому что мне нужно встать не позднее 6, чтобы успеть сделать утреннюю пробежку, прийти домой, значит, подготовить контейнеры для обеда. Я днем не езжу домой обедать, потому что времени просто нет. Вот.
Поэтому, наверное, каким-то образом вот так вот время выкраивается. И вы успеваете и побегать с утра. Да. Вы каждый день прям бегаете с утра? Стараюсь каждый день. Если не получается с утра, то летом особенно хорошо можно вечером, допоздна, пока светло. Вечером пробежаться. 3 километра – это не так много времени занимает, например, пробежать. А сколько вот вы минут примерно уделяете бегу? Полчаса минимум. Полчаса минимум. А так, конечно, есть длительные тренировки. Это в субботу-воскресенье. Там можно бегать и 15 километров, и 20, в общем. Я вообще не Если есть представляю. время. Это вы во сколько встаете? Нет, ну выходные это понятно днем. Можно делать утром, вот в 6 утра. Да, В 6 позднее утра 6. просыпаетесь. И во сколько начинается ваш рабочий день? Рабочий день обычно 8:30. Заканчивается, тоже в 9 вечера. Ничего себе, это прям надо же столько всего успевать делать. То есть вы не можете пораньше уйти с работы, вы прям все до конца доделываете. Нет, я могу сбежать с работы, потому что у нас сейчас есть замечательные системы, когда можно дистанционно, значит, отписывать документы, подписывать документы. Благодаря этому мы теперь практически 24 часа значит, доступны для наших сотрудников, и они готовы нас доставать. Давайте мы поговорим про стиль. Я думаю, нашим телезрительницам будет очень интересно. Расскажите, как вы выбираете себе образ? Работа выбирает мой образ, потому что это должен быть деловой стиль, но я часто протестую против совсем уж скучного такого кабинетного стиля и позволяю себе какие-то вольности. Например, сейчас это кроссовки, например, да, потому что это и модно сейчас. То есть для вас тоже в одежде важно, чтобы она была удобная, простая? Да, удобная, простая, и в то же время большое внимание, наверное, обуви уделяю, потому что вот обувь точно должна быть удобная, никаких таких вот супер каблуков, просто все практически на спорте. Ну вот в социальных сетях вы достаточно активно делитесь событиями, которые происходят у вас на работе, и также своими увлечениями. Я вот недавно видела пост, как вы играете на пианино, да, и вы частенько делитесь тем, что вы бегаете. Да. Есть ли какие-то правила ведения социальных сетей у вас? Наверное, правил таких особенных нет, но очень иногда грустно, когда выдирают из поста какие-нибудь слова и как-то переиначивают, но это жизнь. Сейчас современная такая, что невозможно подселить везде соломку, тогда уж лучше вообще ничего не постить, ничего не сообщать о себе, потому что найдут изъян всегда там под каким-то контекстом, поэтому здесь просто, наверное, нужно быть чуть-чуть осторожнее. Вы неохотно делитесь тем, что происходит в вашей жизни, именно личные, там, сторис не выкладывать, ничего такого не делаете, да? Ну, стараюсь не делать, да, конечно. В современном мире очень часто ведутся беседы об успехе, да? В социальных сетях об этом очень часто говорится. Что вы думаете, вот кто такой успешный человек, по вашему мнению? Такой философский вопрос. А вообще, если говорить об успехе, в первую очередь это, конечно, упорство, да? Если мы достигаем цели, это успех. Но вот двигаться к цели нужно тоже таким вот упорным путем. Люблю Черчилля, он говорил, успех – это 9 раз упасть и 10 раз подняться. Вот каждый раз ты наталкиваешься на препятствия, преодолеваешь их, идешь дальше, и в конечном итоге в 10-й раз ты побеждаешь. Вот это и есть успех. А если говорить о людях, которые для меня, например, успешные, можно, конечно, всех называть, многих знаменитых людей, известных людей. Но для меня, наверное, больше успешным человеком и примером является моя мама.
Вот ей 65 лет, Гаврилева Тамара Прокопьевна, она все равно, несмотря на такой солидный возраст, научилась водить машину, получила права с первого раза. Да, причем на права на получение этих водительских прав подавала в электронном виде через сайт госуслуги. Мы ей вообще ничего не подсказывали, как это все делать, она все это сама освоила. И это стереотип, что пенсионеры не умеют общаться, не умеют обращаться с сайтом там, госуслуг. Они все умеют, просто нужно захотеть это делать. И я считаю, вот ее успешным человеком, она до сих пор занимается своим маленьким бизнесом, помогает своим детям, внукам. Вот такой вот очень активный человек. И я всем желаю быть такими активными, успешными и приносить пользу обществу. Значит, для вас успех – это постоянная работа над собой и жажда новых знаний. Да, можно так сформулировать. А у нас для вас есть еще один замечательный и очень полезный сюжет. Лайфхаки для хозяюшек. Чтобы отделить желток от белка, вам понадобится только чистая пластиковая бутылка. Аккуратно разбейте яйцо в тарелке. Бутылку слегка сожмите в руке. Поднесите горлышко к яичному желтку и слегка отпустите бутылку, чтобы желток попал внутрь. Выжмите желток на другую тарелку. Такая операция займет всего лишь 2 секунды. А сохранить бананы свежими дольше поможет скотч или пищевая пленка. Для этого нужно всего лишь плотно обмотать ножки бананов, и это действительно отлично работает. Чтобы быстрее разморозить мясо или курицу, многие хозяйки используют микроволновую печь, но лучше это делать в посуде из нержавеющей стали. Чтобы быстро запечь картофель, нужно порезать его дольками и поставить в микроволновку на 5-6 минут, после чего можно ставить его в духовку. Есть способ легко почистить чеснок, если положить его в банку и хорошенько потрясти. Также стоит добавлять чеснок в последнюю очередь. Очистите его заранее и оставьте ненадолго на столе, чтобы добавить в блюдо в самом конце. Дело в том, что чеснок быстро подгорает во время жарки, темнеет и начинает горчить. Но это не все. В зубчиках чеснока содержится аллин и энзим, которые при взаимодействии образуют полезное соединение аллицин. Но пока чеснок не очищен, ферменты отделены друг от друга. Поэтому нужно заранее освободить зубчики, разорвав мембраны. Чтобы макароны не слипались, во время варки необходимо добавить в воду немного растительного масла, а также мешать их не ложкой, а вилочкой. Если хотите украсить стол пышными оладушками, то в просторах интернета советуют добавлять в тесто немного соды. Однако есть другой способ сделать их воздушными. Когда будете делать тесто, отделите белки от желтков и взбейте их. Ваше тесто будет насыщено маленькими пузырьками воздуха, практически невидимыми для человеческого глаза. Именно это сделает оладьи пышными. Если вы вдруг пересолили суп, то не паникуйте. Единственный способ исправить пересоленный суп – добавить в него больше воды или бульона. Приятного аппетита! Там шумит, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так, вот у нас должен расплавиться сыр полностью, да, но пока он еще не расплавился, поэтому мы ждем. Мы, может быть, даже добавим чуть-чуть или добавим. нет? Ну, чуть совсем. Давайте все. на один раз Потом мы добавим. сейчас ошибемся и получим подгоревшую пиццу. А если, допустим, вы готовите и что-то у вас не получается, как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому ненормально, потому что я заранее знаю, что у меня должно получиться. Когда читаешь какой-то новый рецепт, я всегда понимаю, что, например, из этого ничего вкусного не получится. Это не будет есть моя семья, потому что уже в голове все провариваешь, да, проготавливаешь, и
примерно понимаешь, что должно там получиться. Раньше я любила, значит, делать сложные блюда или, допустим, могла там на целый противень приготовить пахлавы, да, допустим. Но когда съедалась только половинка пахлавы, а половинка нет, это было, конечно, печально, потому что просто родные мои не очень любят сладкую еду. Да, они любят больше вот такое. Если что-то готовить, что-то, ну, это должно быть что-то типа пирога, там, мясного, пирожки, там, что-то вот такое. А вот торты или что-то еще, это так вот на один раз, и то вот остается. А чем, по-вашему, отличается, например, современное поколение, современное время от того, что было, например, 20 лет назад? 20 лет назад жизнь была совершенно другая, она двигалась в другом ритме. Я могу сравнить просто со своей работой, как мы тогда работали. Нам казалось, у нас очень много заданий, много работы, но сейчас, вот, если сравнить, это, наверное, даже 1/10 мы не делали тогда, сколько мы делаем сейчас, вот, да? Потому что тогда не было доступа к интернету. Мы информацию находили там в разных источниках, могли даже в библиотеку ходить. Это вот сейчас вот нереально, да, что кто-то из моих подчиненных пошел в библиотеку. Может быть, там раз в год, если, например, какие-то архивные данные нужны. Вот. А так сейчас, конечно, век технологий, и поэтому здесь побеждает тот, кто пользуется, умеет находить информацию. В этом, конечно, очень большая разница. Предлагаю посмотреть, что у нас сейчас получится через несколько минут. То есть нам нужно сделать так, чтобы сыр у нас полностью Сыр, да, распарился. полностью распарился, и тесто подрумянилось. И так мы поймем, что наша Да. пицца готова. Вот дома у меня стеклянная крышечка, и там все видно, чтобы ее не поднимать. Вот, да, поэтому немножко дольше сейчас мы готовим, потому что мы постоянно поднимаем, там, опускаем крышечку. То есть нельзя, когда... Да, желательно не трогать. Желательно не трогать. Да. Я не Я знала. нервничаю, когда у меня муж приходит, а он же хозяин кухни. И вот видит, что я что-то там готовлю, и он начинает так открывать крышку, начинает там что-то там подсаливать или что-то. Я говорю, вот не лезь, вот это мое, это я готовлю. А вы, например, не заходите, если он там готовит? вы Нет, так раз- вообще нет, у меня вот правило есть. Вот кто начал готовить, тот и должен завершить. А посуду кто моет? Посуду моет последний. Такие законы, да, в семье. А какое блюдо, которое вам запомнилось, наверное, надолго? Который я приготовила? Да, которое вы приготовили, наверное, вот всегда у хозяюшки есть какое-то такое особенное блюдо, которое вот она никогда не забудет. Может быть, на событие какое-то особенное вы готовили? Ой, сложно сказать, которое прям особенное. Наверное, Наверное, все особенное. все особенное, ну, скорее всего, торты. Вот, и раньше я вот любила готовить торты, но сейчас уже не готовлю. Был такой торт-миллионер, вот, наверное, его я назову. Он весь такой в цукатах, сухофруктах, в черносливах и бисквит. Нужно было просто подготовить массу ингредиентов для этого, а для этого нужно было пробежать массу магазинов. Это сейчас все можно купить в одном магазине, тогда это было сложно, и поэтому, наверное, только вот из-за того, что нужно было много-много-много подготовить для того, чтобы его испечь. А что для вас самое главное в любом блюде? Например, вам приносят тарелку, и на что вы первым делом обращаете внимание? Когда мне приносят тарелку в ресторане, конечно, эстетичность подачи. Я люблю сервировать стол. Неважно, что я приготовила, мне нужно, чтобы стол был засервированный. Можно не по правилам, но все равно у меня должна быть тарелка, такая подложная тарелка, да, на ней, значит, основная тарелочка, да, там ложечки рядом.
Значит, бокальчики, чашка обязательно с блюдцем. И не все мои родные разделяют это мнение, говорят, зачем много посуды. Много мыть. Да, а вот когда сервируется стол, мне кажется, посуды там много не бывает. Так, давайте, у нас там, наверное, уже по времени сколько? Может, чуть-чуть приоткрыть? Нет, Да, еще вот, пока рано. ну, уже почти. Можно уже почти. выключать, потому что пусть она пока стоит уже, вот так вот, просто стоит в себе и доходит. Секретики выстраивания отношений. Как вот лучше всего построить отношения с коллективом, в котором вы работаете? Вот как опытный руководитель, какие советы можете дать? С коллективом нужно быть на балансе. Его нельзя распускать, нужно быть в меру строгой, но в то же время сотрудники должны понимать, что их не бросили, да, или просто не поставили вот задачу, которую невозможно решить. Такое иногда тоже случается с нами. Мы говорим быстро, срочно, там, в течение часа подготовьте туда-сё. Я стараюсь ставить задачи выполнимые. Наверное, вот это вот и будет секретом. Ставить выполнимые задачи, даже если тебе от верхнего начальника пришла задача невыполнимая. Я стараюсь ее сгладить и перед своими сотрудниками поставить такую более-менее правильную задачу. А вы уже сразу видите людей, которые вам подходят, не подходят? Вы уже по каким критериям вы определяете хорошего работника? Допустим, вот к вам на собеседование пришел, и вы вот как можете определить? Как только человек начинает говорить, можно сразу понять, наш человек или не наш человек. Это грамотная речь, да, во-первых. Во-вторых, это свои мысли, свои слова. Неважно, они правильные, неправильные, но главное, чтобы человек говорил свое, выдавал свое. Тогда вот видно, что человек нам подходит. А какой бы вы совет дали себе, начинающей карьеру? Вот если, допустим, вы вот студентка, и какой бы вы вот сейчас, будучи вот в этом положении, вы какой бы совет сказали себе? Я бы себе посоветовала не бояться. Почему-то тогда, 20 лет назад, было очень много страхов, и не было рядом, может быть, такого товарища, который сказал, нет, не бойся, вот так считаешь, значит, нужно действовать, не бояться делать ошибки. Потому что если ошибку можно исправить, это не ошибка, это опыт. Вот, наверное, так вот. Очень интересная мысль, я никогда об этом не думала. Но действительно многое ты боишься делать, например, даже в готовке. Когда новый рецепт, это всегда какое-то тоже некое волнение возникает. Мне кажется, у каждого есть свои страхи, действительно. Да, уже можно ее сдвигать с нашей горячей плиточки, единички, да. Она немножко жирная получилась, но я думаю, что она от этого менее вкусной не стала. Давайте покажем. Вот посмотрите, как у нас получилось здесь. Да. Ух ты, красота. Я впервые Да, вижу так то, что сделать. вот в сковородке делают пиццу. Это действительно быстрее. Это быстрее и не менее вкусно. Вот это вот блюдо у меня для тех, кто любит пожирнее, тех, кто любит колбаску поесть. Вот это для мужчин. И тесто еще причем такое простое, потому что обычно готовишь это тесто и должно оно полежать часика 2-3 в теплом месте, чтобы да. встало. А тут очень быстро. Я обязательно возьму на заметку этот рецепт. Да. Так. Но когда мы готовим пирожки, как я готовлю пирожки в выходные, значит, в 6 утра все равно просыпаюсь и, значит, ставлю дрожжевое тесто и убегаю на тренировку. А потом пирожки кушаете? Приезжаю уже подготовлен. Нет, я могу съесть пирожок один, там 2 пирожка могу, а остальное все для родных. Какой вот ваш рацион примерно на один день? Вот что вы едите на завтрак, на обед, на ужин? Вот очень интересно стало. В обычные будние дни, значит, день начинается с 2 стаканов теплой воды. Это обязательно, чтобы
зарядить свой организм, чтобы он начал работать. Потом каша гречневая, не на молоке, обычная постная гречневая каша, овсяная каша, да, для того, чтобы была энергия для дня. Далее перекусы идут, там яблоко, мандарин. В обед я обязательно беру с собой порционный, ну вот контейнер. В контейнере у меня либо рыба, скажем так, либо отварная курица, может быть мясо с овощами. Значит, нарезаю помидорчик, там огурчик и с собой беру контейнер на работу, чтобы пообедать. Так, потом идут перекусы, тоже яблочко, мандаринчик. Вечером можно салат, либо творог, нежирный творог с йогуртом, там еще с чем-нибудь. Ну, примерно так вот основа такая питание. И еще плюс тренировки. Еще плюс тренировки. А тяжело абстрагироваться от работы? У вас такая все-таки напряженная, ответственная работа. И постоянно, наверное, мысли только о ней? Или же вам все-таки удается найти вот этот вот баланс? Постоянно, конечно, думать о работе невозможно. Нужно свои мысли, давать своим мыслям отдыхать. Но отдыхаем мы тоже. Значит, когда мы бегаем, отдыхаем. Да? Я обычно слушаю истории, мне нравится. Ну, вот аудио приложения всякие разные сейчас есть, их очень много, можно выбрать какую-нибудь историю, послушать и тоже с пользой провести это время. А какие, например, истории? Вот чтобы поделиться с нашими зрителями, очень интересно. Я очень люблю фэнтези, значит, Лукьяненко, я все «Дозоры» прослушала. Вот я никогда не возьму в руки и не буду читать вот просто фантастику, либо фэнтези. Я буду читать классическую литературу, да, а вот публицистику послушать это очень отвлекает. Да, Да, отвлекает, развлекает, действительно. Так, вот у нас сколько уже времени прошло примерно? Так, я думаю, что еще минут 10 нам нужно будет. Мы готовы, значит, разделать нашу пиццу. Надо будет ее вот так вот взять, переложить на деревянный поднос какой-нибудь, какой имеется, Красота да? получилась. Вот она просто обычная быстрая пицца. И мы попробуем сейчас ее разрезать. Так, Ну что вот, же, предлагаю попробовать. вот так все тянется. Как в рекламе. Да. И такой вот кусочек можно попробовать. Не скажу, сама не рискну. Потому что вечер. Тесто получилось очень нежным. И вот вы говорили, что жирненько получилось. Нет, оно Не жирненько, да? не жирненько, Отлично. да. Сыр такой достаточно мягкий. Все очень-очень вкусно. И помидорки прям придают какой-то особый вкус. Ну, без помидорок какая пицца? Классическая пицца должна быть с помидорками. Я думаю, сейчас самое время проверить нашу рыбку. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Давайте. Что у нас с рыбой? Пишет жаром. Сколько пишет жаром? Так. Еще, наверное, Выключим. давайте вот так вот поставим. Ложечка. Так, давайте покажем. Действительно, соус выглядит потрясающе. Он смешался, да, с жиром непосредственно самой рыбы. И вот таким вот образом все это выглядит. Можно не перекладывать. Можно не перекладывать, я думаю, красиво. Да. Вот захватите, пожалуйста. Аромат потрясающий. Все эти овощи и картошечка выглядят очень красочно. Мне кажется, поднимут настроение любому, кто сядет за стол. Рыбка тоже получилась очень нежной, вкусненькой. Как же называются эти блюда?
Безымянные. Безымянные, но очень вкусные блюда. На этом все. Вот такие вот простые, прекрасные и безумно вкусные рецепты от Майи Андреевны. Спасибо вам огромное, что пришли и поделились с нами.